Нужно отправить или получить груз? Транспортная компания СВ Транс – это собственный склад, квалифицированный персонал, доставка грузов по воздуху и по земле, организация чартерных рейсов, доставка грузов в короткие сроки, удобный график работы и местоположение. Телефон в Якутске 20 44 20. Так, ну что, сегодня будет у нас обзор по Webasto, такой промежуточный, 3 года эксплуатации. Сегодня в Якутске минус 47, солнечно, но на самом деле туман, ощущается как минус 52. И нас ждет потепление к Новому году. Вот уже 1 января будет 31, 29, 28, в общем, красота, красота. Так, ну что, пойдем на улицу и посмотрим, как там у нас отрабатывает Webasto. Так, всем привет. Ну, быстренько сейчас. Значит, накопилось несколько вопросов по поводу Webasto. Вот сейчас у нас получается уже 3-й год эксплуатации, и сегодня у нас достаточно холодно. Ну и по комментариям, да, хотел бы ответить. Так, ну, во-первых, давайте мы ее заведем. Сейчас в машине, в салоне минус 37. Webasto отработал 45 минут. Сегодня где-то около 44, по-моему, градусов. Мотор уже нагрет до 35. Запускаем. Обычно это делается, конечно, не из дома. Ну вот. Вот так уже температура на прогреве. Так, вопросы были по тому, как, ну, вплоть до того, что почему типа я использую iPhone и голыми руками, потому что в перчатках нереально с ним работать. Вот. Вот минус 44. Давайте пока пойдем посмотрим на наш аккумулятор, какой здесь установлен. И, соответственно, телефон оставим просто в салоне. Потом зайдем, посмотрим, что с ним будет. Привет, Ислам. Привет. Что-то я не подумал и вытащил, ключ не вставил. Машина заглохла. Так, сейчас ее ключиком заведем. Так, ну ремешки, понятно, у нас подсвистывают, потому что холодно и я их давно не натягивал. Так. А, кстати, Webasto у нас еще поддымливает. Вот, ну там я осталось работать там минуты 3, по-моему. Так, и вот аккумулятор. Соответственно, 55 ампер-час. Ну, в принципе, неплохой, да, то есть это максимальный, по-моему, для Королки, то есть для зимней эксплуатации рекомендованная емкость аккумулятора 55 ампер-час. Аккумулятор Alpha-Line. Так, в машине уже дует чуть так теплым воздухом. Ну, соответственно, если вы хотите, чтобы быстрее все прогрелось, нужно, ну, все знают, включить забор воздуха из салона, ну и
особо так не переусердствовать с мощностью вентилятора, чтобы было где-то, ну, не знаю, там серединка чуть меньше. То есть на максималку не выставляйте, чтобы вдувать. Так, что там еще у нас было? Да даже не знаю, ну, все так как-то, знаете, все скучно, да, то есть прогревается двигатель, заводишь машину, запускаешь машину и, соответственно, где-то буквально, ну, за 2 часа, если так прям хотите прям в теплую машину сесть, то через 2 часа можно двигаться. В общем, если вы планируете свой день и нет никаких там срочных каких-то моментов, то, в принципе, вполне нормально. Вот, ремень перестал свистеть у нас, машина работает в штатном порядке. Сейчас разогреется у нас там коробочка, и можно будет двигаться. Ну, я напоминаю, где-то примерно, ну, в среднем минут 30-40 еще для прогрева салона необходимо, чтобы комфортно двигаться, ездить. Так, ну, телефон держится, я не знаю, ну, минут 44, экранчик уже немножко такой помедленнее работает. Ну, может, еще спасает вот эта резиновая накладка. Ну, всего прошло там минут, не знаю, даже минут 5, по-моему, не прошло. Так, ну, стандартная ноу-хау, картоночка перед радиатором, полностью закрывающая радиатор. Тут все попадается, в какой год кто и ставится. Автодело. Да, кстати, вот пользуясь случаем, да, тоже были вопросы. Кто-то меня спрашивал про автобокс. Автобокс в Туле. Ну вот, в минус 40 он, в принципе, комфортно работает. То есть никаких проблем. Здесь у нас замороженные полуфабрикаты, бузы, очень вкусные. Вот. Иногда можно положить какие-нибудь вещи. Так, я сажусь в машину, как будто здесь теплее. Тут на самом деле сиденья-то очень опасные. Но телефон держится до сих пор, да? Давайте мы выложим на улицу. Хотя это не обзор айфона, конечно, да, но тем не менее. Так, по рукам. Типа, как ты выходишь там с голыми руками и так далее. Ну, руки на самом деле мерзнут. И, в принципе, выхожу я из теплого подъезда, который находится вот рядом. Но рукам на холоде тоже не очень, да, то есть нужно как бы всегда одевать перчатки. Я так не любитель одевать перчатки, поэтому вот бывают даже такие вещи, как растрескавшийся палец, вот, например. Вопросы были еще по температуре. Действительно, в разных регионах разная температура. У кого-то при минус 15 с ветром и с большой дикой влажностью, конечно, кажется, что вообще просто дикий мороз. Но на самом деле для металла это без разницы. То есть там не бывает такое, что минус 15 градусов, например, человеку холодно, но машина не промерзает до минус 40 там, или там, минус 50. То есть она также держит минус 15 градусов. Здесь вот реальный минус 44, и то по некоторым нашим ребята, вот у кого есть термометр домашний, говорят, иногда как бы температуру завышают, то есть по факту ночью даже бывает там минус 50, а показывает прогноз, что минус 44 там. Ну, это не суть важно. Самое главное, чтобы машина работала, чтобы машина была всегда под рукой, около подъезда, и в принципе в комфортном варианте это вы разогреваете автомобиль, двигатель, запускаете его, ну и, соответственно, двигаетесь на работу по своим делам уже в теплой автомашине. Вот. Не надо ходить до гаража, там, разогревать машину, там, опять же, там, платить деньги за аренду гаража, там, или покупать теплый гараж. Вот. Все, в принципе, комфортно достаточно, да, и работает, в принципе, как часы. Конечно, желательно, если вы оставляете машину на долгий срок, да, чтобы, ну, там, не знаю, там, на неделю, там, то желательно, наверное, я думаю, вытаскивать аккумулятор, да, то есть, действительно, потом больше времени потратить на разогрев двигателя.
Ну, чтобы у вас выдержал аккумулятор. Так, что у нас с телефоном? Ну, вообще чудеса, конечно, да? Работает. А, нет. Все. Все, ну что, айфону конец. За 6 минут камера тоже запотевает. Пойду домой пить чай. Ну, а машина пусть греется. И через некоторое время можно будет направляться в путь. Вот сафари, кстати, там стоит. Ну, его, этот дедушку, я трогаю только после минус 30. Вот он, вот он. Вот гараж Наташа. Вот замороженный автомобиль на всю зиму. В общем, такой чудо-двор, можно сказать, да. Тут и Вибаста, и гараж Наташа, Хату-тент, кстати, не Наташа. И замороженный автомобиль на всю зиму. И вот если там посмотреть, вот там гаражи холодные, переделанные под теплый гараж. Вот. Чудо-двор. В принципе, каждый двор в Якутске такой. На велосипеде в минус 50. Красавчик.